В эфире еженедельная информационно-аналитическая программа «События недели». С вами Елена Лолова. Здравствуйте. Прошедшая неделя в Абхазии была богата на разные события. Напомним, коротко, некоторые из них. 30 октября Академия наук Абхазии отметила свое 20-летие. В честь юбилея в Сухуми прошли торжественные мероприятия с участием многочисленных гостей и научного сообщества республики и России. Сравнительно небольшой отрезок времени, прошедший со дня создания Академии наук Абхазии, ярко продемонстрировал ее жизнеспособность и готовность наших ученых полнокровно участвовать в строительстве государства. Проблемы репатриации обсуждались на первой международной общенациональной научно-практической конференции под названием «Проблемы репатриации абхазо-абазинского народа». По различным данным, от 500 тысяч до миллиона абхазов живут за пределами своей исторической родины. Наиболее многочисленная абхазо-абазинская диаспора проживает в Турецкой республике. Участники конференции обсуждали, как активизировать процесс репатриации. Мы хотим изучить демографическую ситуацию нашей диаспоры, то есть потомков тех изгнанников 19 века, которые живут в Турции, в странах Ближнего Востока, в странах Европы. Какова ситуация, как сохранился там язык, каково у них, какое самосознание у них, есть ли у них абхазское самосознание, есть ли у них какое-то другое самосознание. Вот это такой научный анализ пока еще не было сделано. Мы решили такой научный анализ сделать. Работа МВД признана неудовлетворительной. На расширенной коллегии в Министерстве внутренних дел отмечалось, что сохраняется тенденция к росту преступлений при сокращении их раскрываемости. Президент Рауль Хаджимба, принявший участие в коллегии, обозначил основные задачи. Одна из них – увеличение раскрываемости. В рядах МВД нет единства, готовности проводить жесткую политику по отношению ко всякому роду криминала. Такая ситуация сложилась из слабой финансовой поддержки, мы это признаем, технической оснащенности, ну и, конечно, кадровой политики. Многие годы после войны МВД опиралась на кадры, подготовленные еще в советский период. Сегодня следует уделить особое внимание физической подготовке, морально-психологическому состоянию личного состава. Если это мы не будем делать, если это не будет уже начато сегодня, то, к сожалению, завтра будет уже поздно. В четверг президент принял министра здравоохранения Абхазии Тамаза Цахнакия. Главу государства, в частности, интересовало, какая работа проведена по реализации Абхазо-Российского соглашения об обязательном медицинском страховании, а также что сделано по соглашению об обеспечении лекарственными препаратами льготных категорий граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии. Мы решили пригласить министра здравоохранения к нам в студию, чтобы подробно узнать о том, как будут работать эти важные документы. Здравствуйте, Тамаз Мурманович. Здравствуйте. Соглашение об обязательном медицинском страховании было подписано 8 августа по итогам переговоров между президентами Абхазии и России в Пицунде. Минздрав, Министерство здравоохранения периодически давало информацию общественности об этом соглашении, но все равно вопросы остаются. Например, о том, не будут ли у граждан возникать проблемы с получением полисов, куда нужно будет обратиться, с какими документами. Вот хотелось бы, чтобы вы раскрыли скобки. 8 августа сего года было подписано соглашение об обязательном медицинском страховании. То есть имеется в виду оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования в клиниках Российской Федерации. Но прежде всего я хочу сказать, что мы непременно еще будем информировать население о том, когда начнутся выдача полисов, как это будет происходить, в каких пунктах. То есть все подробности технические реализации данного соглашения мы будем неоднократно доводить разными путями до населения, поэтому мы надеемся, что здесь не будет каких-либо проблем возникать в этом смысле. Но соглашение оно предполагает, после того, как Государственная Дума ратифицирует, а наш парламент уже ратифицировал это соглашение, то после этого оно вступает в силу. Мы по этому соглашению должны будем организовать соответствующие пункты выдачи,
на территории республики. Здесь мы очень тщательно обсуждаем с нашими коллегами российскими. Вот мы на днях ждем их визит, где будут обговорены технические моменты уже второго соглашения по реализации. Это соглашение между Минздравом Республики Абхазия и правительством Краснодарского края. И там мы будем обсуждать и предполагаем, что будут стационарные пункты выдачи, возможно, будут организованы мобильные пункты, мобильные бригады по выезду в населенные пункты. Возможно, мы прорабатываем сейчас возможность выдачи полисов бюджетникам в соответствующих организациях. Вот, то есть мы постараемся максимально обеспечить таким образом, чтобы не было такого ажиотажа, столпотворения, там, каких-то проблем, поскольку выдача полисов это не один день, это не одна какая-то акция. Ну вот как вы предполагаете, на какое время мы предполагаем рассчитана как реализация минимум в течение 6 месяцев. Предварительная работа пока не велась, да? Вот Предварительная именно... работа уже ведется, мы готовим и списки, мы готовим тех сотрудников, которые будут работать в этих пунктах. То есть со своей стороны мы как бы свою часть этого соглашения практически вот уже на стадии реализации. Ну, известно, какие документы потребуются гражданам для того, чтобы вот он пришел в эти пункты и у него была возможность получить полис? Ну, есть этот перечень документов, он приложен к этому соглашению. И там небольшой перечень документов, о котором будут оповещены наши граждане тогда, когда это будет необходимо. Вот, и посредством, видимо, и телевидения, и центрального, и регионального, и других форум мы доведем до сведения граждан. Опасения у граждан, что полис будет действовать только на территории Краснодарского края. Вот опровергните эту информацию. В соответствии с законом о медицинском страховании, любой гражданин по предъявлению полиса имеет право получения в первую очередь первичной медико-санитарной помощи на территории России в любой клинике. Это прописано в законе. Естественно, если будет необходимость направления пациента, например, в Москву, скажем, там, в Бакулевский центр, то он будет направлен. Это вопрос зафиксирован именно в части реализации самого закона об МС. Кроме того, вот во втором соглашении, о котором я говорил, мы там укажем, что вот на территории республики, республиканской больницы будет работать врачебная комиссия, которая будет осуществлять отбор этих пациентов. Кому необходимо оказать высокотехнологичную медицинскую помощь на территории России и кого направить, вот будет решать эта комиссия и выдавать соответствующее направление. Потому что по закону об МС, допустим, пациенту с тем или иным заболеванием необходимо предъявить в клинике направление учреждения или поликлиники по месту жительства. Это в законе прописано. Но поскольку в нашем случае тут имеются особенности, поэтому мы предлагаем вот такой вариант. Он нами обсужден с Минздравом России и с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования. И подтверждено, что такой подход будет правильным. По большому счету такая комиссия уже существует. Мы сегодня осуществляем отбор пациентов в рамках ведомственной программы, нашей ведомственной программы и нашего бюджета по направлению пациентов в различные клиники для оказания именно высокотехнологичной медицинской помощи.
То есть речь идет о том объеме медицинской помощи, который мы в силу ряда причин на сегодняшний день не можем осуществлять у нас в республике. Например, кардиохирургическая помощь. У нас основной поток пациентов – это страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. То есть это последствия инфарктов, инсультов, это онкологические заболевания и ряд других позиций, которые нуждаются именно в высокотехнологичной медицинской помощи. И поэтому бюджет здравоохранения и в этом году занимался этим вопросом. Хотя понятно, что, к сожалению, очень много больных, очень много пациентов. И не всегда удается решить, может быть, все вопросы, но мы максимально стараемся в силу наших возможностей решать эти проблемы. Уже вот по состоянию на 1 ноября, по предварительным данным, мы сейчас проводим акты сверок выполненных работ с клиниками России. Там более точные данные, они будут подведены ближе к концу года, но мы уже направили на лечение пациентов на сумму более 40 миллионов рублей. Это какое количество пациентов? Это около 750 пациентов. Это в основном, вот как вы говорили, Да, это в основном сердечно-сосудистыми заболеваниями. это профиль сердечно-сосудистый, нейрохирургический, онкологический, вот, основные позиции, и офтальмология. Это все достаточно дорогостоящие оперативные вмешательства, как правило, вот, высокотехнологичные. Кроме того, эти операции проводятся с использованием различных медицинских конструкций, расходных материалов, которые чрезвычайно дорогие, их стоимость растет, поэтому и, значит, те контракты, которые нам, они, конечно, представляет Минздрав на лечение того или иного пациента, они достаточно впечатляют. Вот эту сумму назвали довольно-таки внушительную. Получается, что при введении ОМС государство сумеет сэкономить, получится сэкономить вот эту сумму, да, и перенаправить, наверное, на другие направления в медицине. Да, совершенно верно. То есть вы подсчитывали, да, сколько удастся сэкономить после введения государственных денег, после введения ОМС? Дело в том, что очень много видов высокотехнологичной медицинской помощи, перечень есть. Вот. Он переведен в разряд ОМС. И поэтому то, что ранее выполнялось исключительно по квоте Минздрава России на оказание ВМП, сегодня по многим позициям уже можно осуществлять в рамках ОМС. Естественно, мы экономим и наши средства. Мы, конечно же, направим средства на развитие материально-технической базы собственных учреждений, на обеспечение их всем необходимым, на подготовку кадров и так далее. То есть создавать нам необходимо все условия для того, чтобы максимально минимизировать выезд пациентов за пределы республики, оставив только те направления, которые мы сегодня не можем освоить, обеспечить ввиду того, что это чрезвычайно дорогостоящие с экономической точки зрения и оборудования, и технологии, требующие больших вложений, тем более при отсутствии кадров. Я имею в виду по направлениям да, кардиохирургия и так далее. Хотя мы планируем в перспективе, у нас достаточно стоит очень большая задача по организации вот, эндоваскулярных методов диагностики и лечения заболеваний сердца и сосудов. То есть коронарографии, стентирование, вот, которые очень важны у больных с острым инфарктом миокарда и больных с ишемической болезнью сердца в целом. Поэтому это у нас главная задача. Естественно, это также позволит
оказывать эту высокотехнологичную медицинскую помощь уже на территории республики. Мы говорили о высокотехнологичных операциях, но мы знаем, что и в России есть проблемы с очередями. То есть приходится ждать своей очереди довольно-таки долго и гражданам России, проживающим в России постоянно. Вы учитываете вот эти проблемы? Решить вопрос в рамках ОМС, ведь это закон Российской Федерации, исполняет его Россия. Конечно, мы будем максимально стараться содействовать, но если речь идет о специализированной медицинской помощи, то они обязаны ее оказать в течение месяца. Ага, вот так вот, по закону, да? По закону об обязательном медицинском страховании в течение месяца. Если речь идет о высокотехнологичной медицинской помощи в рамках квот бюджета российского Минздрава, то здесь, конечно, очереди намного дольше, к сожалению. Это имеет место. Мы ранее решали эти проблемы путем заключения контрактов. Естественно, заключая контракт, оплачивая лечение, да, это все было без очереди. Требовали его быстрого исполнения. Потому что, да, оплачивали. Потому что оплачивали, да. Но здесь как бы ситуация немножко иная, и опасения наших граждан в этой связи совершенно справедливы, оправданы. У государства нашего есть ли задолженность перед российскими клиниками? Вот на данный момент, на текущий. Да, у нас есть задолженность, она не маленькая задолженность, потому что там долги были и переходящие, и прошлогодние, и прошлогоднего бюджета также. Но это прежде всего связано с тем, что, во-первых, у нас договор с клиникой, в частности с Первой краевой больницей, он предполагает прием пациентов по нашему направлению, по факту. И только после оказания медицинской помощи определенный период они уже кумулируют эту сумму и выставляют нам счета. Это во-первых. Во-вторых, поток пациентов увеличивался, поскольку больных стало больше, к сожалению. И, кстати, диспансеризация, которая проходила в 2016 году, она прошла в восточных регионах Абхазии, частично в столице и в Гуль-Рипском районе. Выявлено более 8 тысяч пациентов с различными заболеваниями органов кровообращения. То есть это в основном заболевания, цифра, да. в основном заболевания сердца, сосудов. У нас только кардиологических пациентов за год прошло стационарное лечение в наших клиниках республики более 1000 человек. То есть это достаточно серьезные цифры. И, к сожалению, инфаркты, инсульты молодеют с каждым годом. Больных молодого возраста становится все больше и больше. И поэтому и количество пациентов, нуждающихся в оказании ВМП, становится, соответственно, больше. Мы надеемся, что к концу текущего года при определенных решениях мы решим вопрос погашения этих долгов. А со следующего года уже начнем активно реализовывать то соглашение, о котором мы с вами говорили. И, конечно же, мы представили в бюджете статью соответствующую, где будут заложены определенные средства, в том числе с целью необходимости оказания помощи на контрактной основе. Вы выше говорили о том, что за счет высвободившихся средств, когда соглашение заработает, вы будете стараться приобретать высокотехнологичную аппаратуру, да, для наших больниц. Сейчас, на данном этапе, есть ли такие возможности на приобретение высокотехнологичного оборудования для наших больниц? Да. У нас, как известно, в рамках инвестиционной программы комплексного плана содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия были оснащены больницы, в частности, республиканская больница,
онкологический центр наш, другие учреждения, которые реконструкция и материально-техническое оснащение которых завершилось в прошлом году. И в этом году мы к концу года завершаем противотуберкулезный диспансер, он в принципе готов уже к открытию. И, соответственно, прежде всего, республиканская больница, поскольку это главное учреждение, где сконцентрированы основные наши специалисты, и оборудование там есть все необходимое на сегодняшний день. То есть это и эндоскопические стойки для выполнения лапароскопических и вообще эндоскопических, малоинвазивных хирургических вмешательств. Сегодня мы при всех наших проблемах, но у нас есть и много позитивного, и много хорошего, и выполняются достаточно сложные операции. Мы за прошлый год более 6 тысяч вмешательств выполнено, в том числе высокотехнологичных. И, кстати, мы запланировали в следующем году в республиканской больнице открыть отделение эндоскопической хирургии. У нас оборудование, все необходимое для этого есть. Мы в рамках целевых программ заложили возможности приобретения расходного материала для РХПГ, то есть для лечения больных с механической желтухой, как осложнение желчекаменной болезни. У нас таких пациентов немало, и мы их, к сожалению, вынуждены были всегда либо отправлять, либо они сами выезжали для оказания этой помощи на территории России. Мы надеемся, что в следующем году мы это сможем делать здесь на месте, в республиканской больнице. Развивать малоинвазивную эндоскопическую не только хирургию, но и гинекологию, урологию, торакальную хирургию. Это мы запланировали, у нас есть уже специалист. Более того, мы подписали соглашение с рядом клиник и федерального уровня, а также с университетами медицинскими. И все это нам позволит, в том числе в рамках этих соглашений, внедрять все передовые, в том числе высокотехнологичные медицинские методы лечения у нас в клинике. Главное, чтобы эти специалисты, Главное, которые будут обучаться в этих учреждениях, возвращались. Да. И работали у нас. У нас идет подготовка кадров. Вообще на подготовку врача нужно очень много времени. Это очень много лет. Это не только 6 лет университета, это клиническая ординатура, это специалитет, это сейчас уже резидентура. И, конечно, большой практический опыт для того, чтобы врач стал высококвалифицированным. Для нас, для Минздрава, самое важное – это подготовка кадров. Потому что мы можем обеспечить учреждение любым оборудованием, условно говоря, но кто на нем работать будет, это очень важный вопрос. Поэтому этому мы должны уделять особое внимание. Есть ли курсы повышения квалификации? Мы отправляем мы отправляем за пределы республики на курсы усовершенствования, и краткосрочные, и специальные курсы, сертификационные. Обеспечиваем прохождение клинической ординатуры, у нас целевая программа. И кроме того, мы в понедельник начинаем выездные курсы усовершенствования. На данном этапе это месячные курсы для специалистов-акушер-гинекологов. Эти курсы будут проводить кафедра акушерства и гинекологии Российской медицинской академии после дипломного образования. И в конце курсов будет проведен государственный экзамен.
после которого... Тот, кто не пройдет этот экзамен. Тот, кто не пройдет экзамен, не получит сертификат и должен будет пройти повторно курсы усовершенствования, потому что без наличия сертификата, конечно, будет проблематично продолжать работу. Вот. И поэтому мы считаем, что по всем специальностям мы будем проводить вот подобные курсы. Это первый курс. Это очень важная программа. Тамаз Мурманович, перейдем к другому соглашению по обеспечению лекарственными препаратами льготной категории граждан России, постоянно проживающих в Абхазии. Вот вы уже информировали общественность о том, что подготовлен список медикаментов и инвалидов, да, которые будут получать помощь в рамках этого соглашения. Расскажите о том, вот об этом соглашении, об его реализации, как конкретно готовился вот этот список инвалидов и медицинских препаратов. Речь идет об обеспечении льготных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Абхазия. Это такие категории, как инвалиды войны, воин всех боевых действий. Это инвалиды по заболеванию, инвалиды с детства. То есть достаточно большой спектр. Вот. У нас их около 7 тысяч. То есть это включая инвалидов войны нашей, инвалидов по заболеванию, инвалидов с детства. Все эти списки нам были представлены соответствующими ведомствами, в частности, Министерством труда и соцзащиты и фондом в большей степени по инвалидам войны. Это был фонд инвалидов Отечественной войны. В основном вот эти две организации, их подведомственные структуры. У них были определенные списки, которые Министерство здравоохранения тщательно прорабатывало при самом активном участии, содействии нам со стороны и Министерства соцзащиты, и Фонда инвалидов, и Российского посольства. Но Минздрав своими силами, аппарат Минздрава, мои сотрудники, которые в самые кратчайшие сроки выполнили эту очень большую, очень огромную работу, поскольку регистра инвалидов в виде электронной базы данных, где указаны все необходимые параметры, такого регистра не было. Уточняли вообще эти списки? Насколько? Каждую позицию, потому что там, конечно, сложности определенные были, но по предъявлению соответствующего удостоверения все это оформлялось в Министерстве соцзащиты, поскольку льготники – это их сфера, да, и вот они представлены прежде всего там, и республиканская МСЭК, она также как бы в составе этого ведомства, поэтому мы получали информацию от них, безусловно, и изучали каждый вопрос. И к тому же люди приходили отдельно и к нам непосредственно напрямую. Были граждане, которые при наличии соответствующих документов, удостоверений, но почему-то не состояли на учете. То есть, возможно, этот список будет еще и больше, да? Да, или меньше. То есть мы здесь работаем сейчас, и кроме того, был подготовлен отдельно реестр лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, которые, опять-таки, в соответствии с российским законодательством, там более 600 позиций медикаментов для обеспечения амбулаторного, прежде всего амбулаторного звена для лечения инвалидов на длительный период в хронической стадии, да, имеется в виду. И после того, как оно будет ратифицировано, и вступит в ее реализацию. И мы сумеем за 4-й квартал, во всяком случае мы надеемся на это, что успеем обеспечить
препаратами наших льготников. Для нас это большое подспорье, поскольку это 50 миллионов российской помощи финансовой, которая будет учтена также в бюджете следующего года и позволит обеспечивать вот амбулаторную часть всеми необходимыми медикаментами. Тамаз Мурманович, я предлагаю вам посмотреть сюжет, который подготовили наши корреспонденты, а потом продолжим нашу беседу. Между Министерствами здравоохранения Абхазии и России подписано соглашение об оказании медицинской помощи в клиниках Российской Федерации гражданам России, постоянно проживающим в Абхазии. Наше общество возлагает большие надежды на реализацию этого соглашения, ведь многие вынуждены выезжать за пределы республики на лечение, и не всегда за счет государства, а теперь у них появится возможность фактически бесплатного лечения. В 2016 году впервые за многие годы в республике была начата диспансеризация. Обследованы 41 тысяча человек. Это жители восточных регионов Абхазии, города Сухуми Гулрыбского района. В результате выявлено около 10 тысяч человек, нуждающихся в диспансерном учете и непрерывном лечении, в том числе высокотехнологичном. 10 тысяч – довольно внушительный показатель только для восточной части страны. В обществе часто звучат различные нарекания в адрес отечественной медицины. Мы решили провести небольшой опрос в столице Абхазии. Людям было предложено задать вопрос министру здравоохранения. Самый главный вопрос, который бы я задала, почему бы не сделать медицину платной в Абхазии, чтобы люди знали, сколько стоит каждая процедура, которую делают в больнице. Потому что сейчас мы все знаем, что вроде как медицина бесплатная, но при этом мы все равно платим разные суммы. И мне кажется, что народу сложно вот в этом плане. Идя в медицинское учреждение, я не знаю, сколько стоит процедура. И я вынуждена класть в карман энную сумму. И я не уверена, это подходящая сумма для того, чтобы меня обслужили хорошо, или этого недостаточно. Учить себя. И в этом ничего такого нет страшного. И не назначать диагноз, если вы не уверены, это точно. Лучше сказать, что я не знаю, чем сказать, сделать это или это. На месте надо все делать. Но некрасиво туда-сюда, все-таки государство, чтобы докторов не было таких. Я уверен, что есть. Создайте условия. Не вы, а государство пусть создаст условия. Чтобы все жители Абхазии могли пользоваться бесплатной нормальной помощью. И делать это легко. Потому что я понимаю, я родился и вырос здесь, я живу в Москве, но смотрю на ваше здравоохранение, конечно, по разговорам многих знакомых, оно находится не в лучшем состоянии. Наверное, какие будут ближайшие реформы в системе здравоохранения? У меня есть боль к ним. Я диабетик. Нам полоску выдавали, с 2015 года не выдают. Сами кое-как покупаем. 1300 что ли, стоит, 20 дней не хватает. Пошла, просила, почему вы запретили, почему не даете, отменили. Будет скоро. Я, наверное, ему сказала, если вы делаете платную медицину, сделайте платную, официально, чтобы все поступало в бюджет, и обеспечьте, пожалуйста, соответствующие условия пребывания, медикаменты. Я заплачу, зато я буду знать, за что я заплатила. Почему наши должны ездить в Грузию, в Россию, когда наши тоже обучаются, же ездят на обучение? Вот мне бы хотелось, чтобы наши медики при всем том добром отношении еще бы улучшили свои знания и качества, и желание лечить людей. Пока могу сказать большое им спасибо за все, что делается, и за то внимание, которое они оказывают своим больным. Сухумская республиканская больница – главный медицинский центр страны. Именно здесь любой гражданин Абхазии может получить медицинскую помощь, и причем по нашему законодательству совершенно бесплатно. Несколько лет назад больница находилась в плачевном состоянии, но сегодня здесь созданы все условия для лечения больных. В ЦРБ функционирует 10 стационарных и 5 вспомогательных отделений. Больница вмещает 410 коек. По словам главврача Аполлона Гургулия, проблем с укомплектованностью кадрами здесь нет. Фактически делаются операции брюшной полости, грудной клетки, по хирургии, по гинекологии, по таракальной хирургии, по урологии. Это то, что делается
крупных клиниках России такие же операции сегодня здесь внедрены. Мы в ближайшем будущем планируем открыть специально отделение эндоскопической хирургии. Это будет базовым отделением, там, где будут подготавливаться местные наши кадры для здравоохранения нашего. Там и хирурги, и гинекологи, и урологи, и торакальные хирурги будут проходить здесь и стажировку, и принимать навыки именно эндоскопической хирургии. Больница оснащена современным медицинским оборудованием. Аппарат рентгеноскопии, оборудование для обследования брюшной полости, грудной клетки и других органов и так далее. Здесь есть все необходимое для полной диагностики человека. Правда, аппарат компьютерной томографии недавно вышел из строя. Когда вот какая-нибудь деталь выходит из строя, нам приходится выходить за рубеж, связываться с этими зарубежными фирмами. У нас проблема с этим. На самом деле у нас нет той фирмы, которая бы занималась бы ремонтом медоборудования. А в каком оборудовании, вот если так можно сказать, больница нуждается сегодня вот больше всего? Больше всего сейчас вот, был бы отремонтирован вот этот компьютерный томограф, все-таки мы, это было бы большим подспорьем в плане диагностики и дальнейшей тактики лечения. Если раньше в республике была проблема с лабораторными исследованиями, не хватало оборудования и специалистов, то сегодня в республиканской больнице проводятся все виды исследований. Возможности оборудования дают возможность проводить все виды исследований. При больнице также функционирует поликлиника. 12 специалистов ежедневно с 9 утра до 5 вечера принимают амбулаторных больных. Многие из врачей работают и в стационаре. В поликлинике есть диспетчерская, где пациенты могут записаться на прием к врачу заранее, по телефону, чтобы не стоять в очереди. Это очень удобно. Как видите, в коридорах мало людей. Официально в Абхазии бесплатная медицина. Бесплатно не только лечение, но и повторные обследования больных, находящихся в стационаре. Экстренная помощь в первые сутки, включая лекарственные препараты в том числе. Правда, амбулаторное обследование платное, но и здесь существуют льготы для инвалидов и социально незащищенных категорий граждан, рассказывает Аполлон Гургулия. При госпитализации они также получают бесплатную медицинскую помощь. Законом не запрещается платные услуги, но на этом этапе в республиканской больнице пока не делается официально, потому что нет постановления Кабинета министров, разрешающего введение платных услуг. Да. Ни для кого не секрет, правда? Кого не секрет, понятно. Каждая операция здесь имеет свою ставку, свой тариф. Кто устанавливает вот эти вот ставки? Если это имеет место, это договор между пациентом и лечащим врачом. Может, они называют это благодарностью, а может за оплатой, но пока официально разрешения нет на платных услуг. Получается, что если к вам поступает больной, который не в состоянии оплатить операцию, да, допустим, или отблагодарить, так скажем, не в состоянии отблагодарить, то здесь ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. И никто не будет смотреть, он будет благодарным и не будет благодарным, от этого никто не обращает внимания. Да, мы за этим следим. Если к вам попадают больные, которые, социально уязвленные, так скажем, да, слои населения, которые не в состоянии, допустим, купить лекарства за свой счет, у вас есть возможность проводить лечение для таких больных? Каждый больной, фактически, который поступает сюда, и фактически в тот же день нам становится известным о них, если социально уязвимые такая категория людей попадаются, и в каком отделении находятся, они пишут заявки. Я, естественно, к этой заявке прилагаю сопроводиловку через министерство, через Абхазфармацию. Мы стараемся их обеспечить необходимыми медикаментами. Учитывая низкую заработную плату, понятно, что так называемая благодарность от пациентов – это вынужденная мера, и врач не может отказаться от вознаграждения за свой труд, так как в силу своей профессии посвящает служению медицине всю жизнь, и другого заработка у него просто нет. Достойная заработная плата людям, давшим клятву Гиппократа, в данном случае решение многих проблем. Ирина Аршба, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.
Ну, наверное, вопрос по введению платной медицины – это не к вам. На государственном уровне этот вопрос решается. Но вот ваше отношение. На самом деле это вопрос, конечно, к нам. К вам? Да, потому что принят закон о здравоохранении, и в соответствии с законом о здравоохранении, который вот с 2016 года уже вступил в силу, там есть соответствующие статьи, которые предполагают оказание медицинской помощи на платных условиях. Мы вот на сегодняшний день в Министерстве здравоохранения готовим два документа, два проекта, которые будут представлены в Кабинет министров. Это первое. Проект постановления Кабинета министров о гарантированном объеме бесплатной медицинской помощи. Так. То есть в соответствии с законом о здравоохранении наши граждане должны знать четко, что государство обеспечивает бесплатно, какие направления, какие заболевания, в каком объеме и так далее. И какую категорию граждан, И какую наверное, категорию, да? Там все это написано. Это очень серьезный документ, очень большой документ. Вот. Он требует тщательной проработки, потому мы этим занимаемся. Вот. И, ну, конечно, прежде всего речь идет о неотложной помощи. Потому что мы считаем, что человек поступает, пациент поступает в стационар в неотложном состоянии, и ему должна быть оказана вся необходимая в полном объеме помощь. Это то, что должно быть в обязательном порядке. И мы там в этом постановлении должны прописать четко, как обеспечить вот, в полном объеме эту помощь. Имеется в виду медикаменты, расходный материал и так далее, и так далее. То есть много вопросов. Оно и сейчас, собственно говоря, каждому пациенту оказывает экстренную помощь. Вот, я не знаю, не слышал случаев, когда экстренную помощь кому-то не оказали. Но дело в том, что в последующем, вот после того, как устранена угроза жизни и здоровью пациента, встает вопрос дальнейшего лечения, приобретения медикаментов, расходников и так далее. И вот там это должно быть все прописано, и с учетом закона о здравоохранении нового, этого постановления, тех целевых программ, которые мы будем представлять в 2018 году, мы должны определиться в этом вопросе. И, соответственно, второе постановление будет о платных медицинских услугах. Так. Она будет предполагать значит, утверждение методики расчета платных услуг, будет утвержден перечень платных услуг. И, соответственно, с учетом льготных категорий граждан соответствующие расчеты будут проведены. Это тоже очень большая работа. И просто до сегодняшнего дня таких документов не было. Это очень важные нормативные документы в соответствии с законом о здравоохранении. Мы их готовим. И я думаю, что в ближайшее время будем представлять. Поэтому то, что вот мы услышали в репортаже, очень интересный репортаж, наши граждане задавали совершенно правильные, справедливые вопросы, и мы вот будем работать над этим. Главврач республиканской больницы говорил о том, что испорчен аппарат МРТ и что необходимо просто да, к сожалению, необходимость... аппарат компьютерной томографии, не МРТ, у нас МРТ аппарата нет. Так там, это КТ получается, да? КТ, да, компьютерный томограф. Он испортился в связи с тем, что были перебои с электроэнергией. Сгорел бесперебойник и рентгеновская трубка томографа. И, к сожалению, вот мы вызывали специалистов из фирмы Toshiba, это фирма, которая обслуживает данный томограф. И он не подлежит ремонту, там необходимо заменить рентгеновскую трубку. Вот замена рентгеновской трубки, она стоит очень больших средств.
И мы предусмотрели его в проекте бюджета 2018 года. То есть в этом году не удастся В уже этом сделать? году, к сожалению, до конца года исправить не удастся, но мы сейчас ведем переговоры с соответствующими фирмами, которые занимаются уже организацией поставки, потому что значит, на поставку рентгеновской трубки тоже нужно много времени. А стоит она не менее 140 тысяч евро. Тамаз Мурманович, хотелось бы вам еще много вопросов задать, но в рамках одной передачи сделать это сложно. Очень много проблем, и обо всех проблемах в рамках одной передачи не скажешь. Но мы, при всем при этом, есть и немало позитивного. Но в то же время наша задача, чтобы вот эти проблемы, сложности, которые есть в системе здравоохранения, в том числе в части оказания высококвалифицированной медицинской помощи, там тоже есть проблемы, к сожалению. Не без этого мы это не скрываем. Но наша задача это исправить и сделать более качественной, значительно качественной оказание медицинской помощи, как сказал один из наших граждан, чтобы она была доступной всем. Я надеюсь, что общими усилиями мы постепенно решим эту задачу. Те, кто не верит в нашу отечественную медицину, не доверяют, они стараются выезжать за пределы республики. Вот хотелось бы, чтобы медицина у нас поднималась на качественно новый уровень, и вот те шаги, которые сейчас предпринимаются, они дали в ближайшее время свои плоды. Да, и вы совершенно верно отметили, и, к сожалению, это приходится констатировать, что и уровень доверия тоже снизился, значительно снизился. Да. И тому есть как объективные, так и субъективные причины. И поэтому мы максимально должны сделать все для того, чтобы изменить эту ситуацию. Это очень сложно. И это не просто, это решение этих проблем, это не один день, условно говоря. Это большой труд, комплексный. И надеюсь, что мы в будущем придем к хорошим результатам. Будем надеяться. Спасибо вам. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Уважаемые телезрители, напоминаю, у нас в гостях был министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия. Мы продолжаем выпуск. Рауль Хаджимба поздравил президента России Владимира Путина с Днем народного единства. Этот день символизирует традиции единения народа для достижения общих целей, говорится в поздравлении. Уверен, что только оберегая и приумножая дружбу народов, укрепляя многонациональное единство, всемирно развивая национальные традиции, можно построить сильное государство. Президент Абхазии поблагодарил главу российского государства за внимательное отношение к вопросам социально-экономического развития республики, за укрепление региональной безопасности и расширение культурных и гуманитарных связей между двумя народами. 17 подопечных благотворительной общественной организации «Киарас» проводят осенние каникулы в детском лагере, организованном в Сухуме в районе Маяка. Программа лагеря насыщена образовательными и увлекательными мероприятиями. В субботу ребятам преподали основы военной подготовки. Алика Трапш продолжит. Отсюда вы работаете следующим образом. Раз, да, то есть вот, хочешь досматривать что-то, снизу работаешь, то есть постоянно, потому что в основном противник, он будет всегда находиться снизу. Командир тактического подразделения НЕРС Денис Шашура объясняет ребятам тактику владения оружием. Подопечные благотворительной общественной организации «Киарас» с большим интересом и вниманием слушают. Практически для большинства это первые уроки по технике обращения с оружием. После теоретических занятий ребята были поделены на команды и приступили к практическим занятиям. Опытные участники тактического подразделения НЕРС учили ребят тактическому шагу, боевой выправке, как правильно выбрать позицию для стрельбы и как работать в команде.
Они очень легко впитывают тот материал, который мы им даем. Те цели, которые мы преследуем, это воспитание патриотизма, это восстановление именно духа абхазского народа. А сегодня, вот, вы можете обратить внимание, да, с улыбкой, как со смехом все это происходит. Детям сегодня это интересно. Такую пропаганду именно такого образа жизни, это не то просто здоровый образ жизни, это философия. Любой воин, да, мужчина сегодня в Абхазии, на Кавказе живя, он должен уметь не просто выстрелить с оружием, он должен уметь обращаться с этим оружием. И мы сегодня такую практику даем подрастающему поколению. Благотворительная организация «Киарас» организовывает детский лагерь «Апейпш» уже 3-й год подряд. Обычно лагерь работал только в летний период, но впервые организаторы решили организовать досуг детей во время осенних каникул. 17 ребят в возрасте от 13 до 15 лет с Гагрского, Гулрыбского, Чемчирского и Тхарчалского районов проводят свой досуг в лагере «Апейпш». Для чего Киарас проводит подобные лагеря? Для того, чтобы дети приобщались, для того, чтобы они учились, они видели что-то новое, что-то хорошее. Обязательно этого не хватает в нашей жизни. Для того, чтобы они встречались с людьми, которые очень успешны, которые смогли добиться многого в жизни, работали над собой, занимались спортом, учились, ходили на какие-то занятия и смогли достичь больших высот в своей жизни. Ребята как могли старались выполнить порученное задание. У кого-то получалось хорошо, а у кого-то не очень. Мне понравилось, что мы с автоматами учимся правильно держать. Мне понравилось то, что мы строем ходили и защищали друг друга, прикрывали и учились держать автомат. Мне понравилось, как мы сменяли друг друга, хождение, стрельба из всяких орудий. Главная цель военно-тактических занятий – это привить дух патриотизма в подрастающем поколении, говорили организаторы лагеря. 3 ребят попросили принять их в подразделение НЕРС, и им в этом не отказали. Алика Трапш, Роберт Ломия для событий недели. На сегодня это все. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.